Всем привет! Мы снова на связи. Тема «Люди Писания». Продолжаем встречи Иисуса Христа с религиозными людьми. И я снова повторяю одну и ту же мысль. Религиозные люди, они не нравились Иисусу. Ну, скажем так, их поступки, их жизнь, их дела, их образ жизни, он вообще Иисуса не устраивал, он им не нравился. И Иисус, фактически, он имел одну проблему в Израиле. Не с грешниками, не с государством. Он не имел проблем с какими-то людьми, которые представляли языческие племена. У него всегда была одна и та же проблема. Ему противостояли люди, которые должны были приветствовать его как Мессию. Они постоянно искали, чтобы его в чем-то обвинить. Они постоянно искали, чтобы какие-то палки в колеса ему засунуть. И это удивительно. Именно эти ребята в конечном итоге сделали все, чтобы Иисуса распяли на кресте. Они убили его. И потом они сделали все, чтобы уничтожить всю первую церковь. Когда мы читаем эти характеристики, знаете, я понимаю, как некоторые люди говорят: ну, Денис, ну что ты заладил про этих беспонтовых фарисеев, что ты заладил про вот этот вот негативчик, давай там о позитивчике. Мы еще придем к позитивчику, друзья. Но я хочу тебе сказать, вот когда мы говорим, что ты говоришь про негативчик, что постоянно про этих фарисеев говорить, я тебе могу сказать, эти фарисеи, они же не родились фарисеями, они были хорошими мальчишками и девчонками. Они были хорошими ребятами, они были искренними верующими когда-то. Они искренне уверовали, отдали Богу свою жизнь, но потом с ними что-то случилось. Потом они что-то пропустили. Потом, знаете, они попали в какие-то капканы, их чему-то научили, неправильному. Они в этом утвердились, и потом они стали этому обучать других людей. Фарисеями не рождаются, фарисеями становятся в один прекрасный момент. И я очень сильно радею о наших церквях, о христианском движении, чтобы мы не превращались сегодня в фарисеев. Я понимаю, что в каждой церкви есть свой род фарисеев каких-то. И может быть кто-то скажет: Денис, да ты сам фарисей. Неважно. Я хочу, чтобы мы смотрели на Слово Божие, и мы видели, что Иисус говорил этим людям, чтобы нам избежать этого состояния, чтобы нам не оказаться в этом фарисейском болоте. Давайте мы продолжим Евангелие от Матфея, 23 главу. Я остановился в прошлый раз на 13 стихе, и 13 стих начинается с таких слов: «Горе вам». Я не хочу, чтобы мне Иисус когда-то сказал такие слова. Горе тебе, Денис. Практически это проклятие, практически это суд, который произносит Иисус на определенную категорию людей. И это страшно, друзья, на самом деле. Не дай Господь никому из нас услышать такие слова. И Он, обращаясь к этим религиозным, набожным людям, говорит вам: горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, вы закрываете от людей небесное царство, сами не входите в него и не даете войти тем, кто хочет. Что это значит? Они придумали столько законов, столько обрядов, они придумали столько правил, они придумали столько человеческих, каких-то выдуманных вещей, которые надо было сделать для того, чтобы попасть в эту когорту святых людей. Они придумали столько разных, самим себе столько разных трудностей, которые надо было преодолевать для того, чтобы угодить Богу. И Он говорит: вы сами не входите в Царство Божие, потому что в Царство Божие легко войти, когда ты послушен Богу, когда ты любишь Бога от всего своего сердца, ты исполняешь Его Слово от всего своего сердца, ты делаешь это искренне, все, больше ничего не надо. Знаете, как сегодня христиане любят вот в христианство приволочь какие-то традиции, из иудаизма, из там Старого Завета, из каких-то религиозных веяний. Они любят определенным образом одеваться, они любят определенные праздники соблюдать, они любят определенные слова говорить, на определенных языках молитвы учат. Нет, не надо. Это все то, что мы сами себе придумываем. И потом мы обрастаем этими правилами. Мы сами потом пытаемся достичь Царства Божия через это правило. И люди, которые к нам приходят, мы этим правилам их обучаем, вместо того, чтобы объяснять. Есть единственный путь — Голгофский крест. Есть единственная жертва Иисуса Христа. Есть единственная возможность принять эту жертву. Это когда ты полностью оборачиваешься от своей жизни, упования на плоть, от своей жизни, посвящения своим правилам, своим путям. И когда ты говоришь: не моя воля с этого дня, а твоя да будет. Все.
Через это я спасаюсь. Я принимаю жертву. Я покоряю свою жизнь Господу Иисусу Христу. Я начинаю жить так, как Ему угодно. И я иду в небо. И если я завтра умираю, я оказываюсь в Его чертогах. Аминь. На это можно сказать. Второе горе. Здесь несколько раз Иисус говорит, считайте. Второй раз он говорит эти слова суда на религиозных людей. Горе вам, учители закона и фарисеи. Снова повторяет или добавляет к ним приставку лицемеры. Он говорит каждый раз, горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры. И дальше, вы разоряете дома вдов, на показ долго молитесь. За это вас ждет самое суровое наказание. Меня сегодня просто прикалывает, я не знаю, как назвать, простите меня, конечно, за такой сленг, модное слово сейчас есть, вымораживает, когда христиане смотрят на ютубчике какие-то ролики, и там какие-то пророки, и они там что-то предсказывают, и они там говорят о каких-то там вещах, и они там говорят какие-то пророчества. Ты смотришь вот реально с позиции Писания на этих служителей, ты смотришь реально с позиции Писания на их пророчество, и ты понимаешь, все, что там происходит, это просто вот эта вот духомания, супердуховность, вещи, за которыми нет ничего связанного с истиной Слова Божьего. Ребят, ну не торопитесь вестись на супердуховных людей, их так много, они ходят по церквям, они вторгаются в церкви, они просятся, чтобы там им дали кафедру, чтобы они имели возможность попроповедовать, послужить. Они говорят о том, что они пророки, они видят будущее, они видят небеса, ангелов, они рассказывают какие-то несусветные вещи. Не торопитесь верить этим людям. Потому что в то время эти ребята, они разоряли дома вдов и на показ долго молились. Сегодня эти ребята, они вторгаются в церкви, и они на показ выставляют свою вот эту вот духовную жизнь, свои какие-то духовные бесконечные откровения. Часто за этими откровениями вообще нет Духа Святого. Да простят мне эти ребята. Сравнивайте все со Словом Божьим. Я сторонник того, что движение Духа Святого, оно должно двигаться по рельсам Слова Божьего. Если сегодня любое движение, оно движется по каким-то непонятным рельсам, и все, что происходит в этом движении, ты не можешь это сопоставить со Словом Божьим, я тебе могу сказать, это движение уже не Духа Божьего, это движение духов обольщения. Аллилуйя! Поэтому нам надо возвращаться на рельсы Слова Божьего. Все суди Писанием. Не бойся, слушаешь каких-то проповедников, слушаешь каких-то людей. Не бойся судить Писанием какие-то вещи. Не бойся судить Писанием или судить словами Иисуса Христа. Те слова, которые говорят, может быть, какие-то крутые люди, как тебе кажется. Смешно, когда, например, слушаешь некоторых проповедников, а они говорят, да, там, типа, все мы спасемся все равно. Иисус настолько любящий, Иисус настолько добр, Его любви хватит на всех грешников. И даже если грешники сегодня отвергли Господа Иисуса Христа, Он их после смерти все равно встретит, и там они смогут покаяться. Нет, Библия говорит, что человеку положено, он живет жизнью, потом ему положено умереть, и после смерти сразу суд. Только вот в этот промежуток времени, пока мы живем, у нас есть возможность покаяться перед Богом и встретиться с Богом. Все остальное – это мифы, это выдуманные какие-то вещи. Третий раз он говорит, горе вам, учители закона и фарисеи. Приставка лицемеры. Вы проходите море, сушу, чтобы обратить хоть одного человека, а когда вы его обращаете, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами. Вообще удивительные слова. Иисус-то видел сердце. И помните, мы говорили о том, что фарисеи, они были жестокосердные. Они же несколько раз хотели убить Иисуса. И они так были счастливы и рады, когда Иисуса наконец-таки прибили ко кресту. Они были жестокосердными. Они были кровожадными. Сегодня бы вы сказали, это были люди, которые жили принципом. Нет человека, нет проблемы. Это еще оттуда пошло. Это было зарождено в религиозной среде. И Библия говорит, что вот это вот жестокосердие, оно передается от одного поколения фарисеев к другому. Когда мы, знаете, мы за свои идеалы, за свои принципы, мы готовы глотку порвать другим людям. Мы готовы людей унижать, оскорблять, мы готовы молиться проклятиями, потому что эти люди по-другому верят. Мы готовы просто с какими-то людьми не общаться, потому что они вот ходят в такую церковь, где по-другому верят. Ребят, давайте успокоимся, давайте вернемся к тому, что сказал однажды Иисус.
Да любите друг друга. Если это брат твой, люби брата твоего. Пусть даже он в чем-то немощный, пусть даже он в чем-то несовершенный. Я понимаю, есть братья такие, которые согрешили против церкви. И это нормально, когда мы ждем, что они покаются перед церковью. Это нормально, например, что в нашей жизни есть люди, которые согрешили против нас. И это нормально, что, может быть, мы сегодня ожидаем, мы молимся, просто благословляем этих людей о том, чтобы они покаялись. О том, чтобы с ними произошла какая-то божественная работа. Но это ненормально, когда я молюсь и говорю: Господь, да будет этот человек проклят, горе ему, пусть с этим человеком что-то случится, накарай, покарай, накажи этого человека, вразуми этого человека. Ребят, это все вот как раз-таки из этой главы, 23 главы Евангелия от Матфея. Горе нам, если мы продолжаем жить в этом жестокосердии. Иисус однажды сказал, Евангелие от Матфея 5:44, любите врагов ваших. Может быть, даже не ты стал этим людям врагом. Скажем так, не ты сделал себя врагом для этих людей, а эти люди сделали из тебя врага. Иисус говорит: любите врагов ваших. Там дальше он объясняет, что наша ответственность прощать, благословлять и молиться за людей, которые нас ненавидят, за людей, которые про нас говорят всякую гадость, за людей, которые сегодня, может быть, они обижают нас, может быть, они несправедливо к нам относятся. Сколько этой несправедливости вокруг нас? И вся эта несправедливость чаще всего от самых близких людей. Нет никакого другого пути у учеников Иисуса Христа, кроме как прощать своего ближнего. Поэтому, если ты муж или ты жена, может быть, ты не разговариваешь уже со своей второй половиной какое-то время, поцелуй его, скажи: я тебя прощаю. Если у вас с детьми конфликт или у детей с родителями конфликт, приди и скажи: пап, прости меня, я был неправ. Прости меня, пожалуйста. Я хочу жить с тобой в любви. Я хочу иметь с тобой правильные библейские отношения. Если вы в церкви, может быть, вас кто-то обидел, может быть, к вам, как вам кажется, кто-то несправедливо отнесся, подойди к этому человеку, скажи: вот была такая ситуация. Давай просто обнимемся. Я там был неправ, я, может быть, эмоционально как-то среагировал, я, может быть, начал раскачивать в своей голове, начал подозревать тебя в чем-то. Я оставляю это, я хочу любить тебя, я хочу вместе с тобой двигаться за Иисусом Христом. Потому что любовь — это то, или та самая атмосфера, которая характеризует учеников Иисуса Христа. Дальше он говорит: горе вам, слепые поводыри. Вы говорите, если кто поклянется храмом, это еще ничего не значит. Но если кто поклянется золотом храма, то он связан своей клятвой. Вы слепые безумцы. Что важнее, золото или храм, осветивший золото? Вы говорите, если кто поклянется жертвенником, то это еще ничего не значит. Но если кто поклянется даром, принесенным на жертвенником, тот связан своей клятвой. Слепцы, что важнее, дар или жертвенник, который освящает дар? Тот, кто поклялся жертвенником, поклялся и всем, что на жертвеннике. И кто клянется храмом, клянется и тем, кто обитает в храме. Кто клянется небом, клянется престолом Божьим и тем, кто сидит на нем. Знаете, так легко вот эти вот наши материальные вещи, видимые вещи, они могут перевесить вещи духовные. Так легко для этих людей стало более важным золото, которое лежит на жертвеннике, чем сам жертвенник, чем само присутствие Божие, чем то, что говорит Бог. Иногда с нами происходит такая дурная, не знаю, какая-то вещь в нашей жизни. Мы следуем за Иисусом Христом, и потом вдруг мы теряем реальность неба, вдруг мы теряем реальность вещей духовных, вещей, которые важны для Бога, и мы начинаем гнаться за вещами материальными, мы начинаем жить ради этого мира. Я видел людей, которые говорили, это тоже сегодняшние фарисеи, они говорили: я лучшее время потратил для церкви, я лучшие годы своей жизни оставил непонятно для чего, сегодня я буду делать деньги, сегодня я буду заниматься там Божьими вещами. И здесь Иисус говорит: глупец, когда тебя в гроб положат, что там, айфоны твои накидают, что ли, сверху? Что тебе там накидают? Там пачки твоих долларов, что ли, накидают? А вдруг ты встретишься с Иисусом, и Иисус скажет: знаешь, ты оказался неверным. У меня было призвание для тебя, у меня был огромный план для твоей жизни. А ты этот план поменял на вещи, которые стали ценными для тебя, которые заменили Бога в твоей жизни. Друзья, давайте мы остановимся. Давайте мы посмотрим на то, что важно для нас, на то, что ценно для нас. Для фарисеев было важно, что будет с золотом жертвенника. Для Иисуса важно, что будет происходить в самом храме. Когда Иисус пришел в этот храм, он увидел, что храм превратили в место добычи прибыли, что храм это стало местом какого-то обогащения определенного количества людей. Он изгнал этих людей, потому что храм, церковь, это должно быть место, где люди, они встречаются с Богом, они ищут Бога. Это самое главное для нас. Дальше
Он говорит: горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, вы даете 10-ю часть смяты, укропа и тмина, а самым важным в законе, справедливостью, милостью, верностью, вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. Слепые поводыри, вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете. Очередное горе. Почему? Да потому что они делали какие-то мелкие вещи, которые свидетельствовали об их духовности. А как я уже говорил не раз, они потеряли самые важные вещи в своем сердце. Они перестали любить ближних своих. Они перестали где-то милостиво относиться к другим людям. Я помню, когда я попал в больницу вместе со своим сыном, я рыдал от одной вещи. Когда я видел, как люди, совершенно неверующие люди, они относились к этим бедным, больным детям, когда они приходили в 8 утра и уходили в 7 или 8 часов вечера, когда они бегали ради этих детей, они там каждые полчаса заходили, смотрели за этим ребенком, они интересовались его жизнью совершенно искренне. И вдруг, если что-то случалось, можно было в любой момент дня и ночи им позвонить, найти этих людей, они всегда были доступны для этих детей. И я думал: Господи, совершенно неверующие люди. Совершенно не знающие Христа люди, но настолько полные заботы об этих детях, о чужих детях совершенно. Это были люди, которые, они настоящую милость, милосердие показывали того Бога, в которого мы сегодня верим. И как часто я вспоминаю на наших собраниях, мы говорили: да кто эти там язычники, там, кто эти там халдеи, там, это вот неверующие, там, это там грешники, они в ад идут. Да чаще всего, знаете, было так вот, во всяком случае со мной, что мое сердце, оно не было таким милосердным, таким любящим, как вот сердце вот этих халдеев, которых я осуждал. И мне так стыдно было, я плакал, я говорил: Бог, пожалуйста, пусть мое сердце, оно изменится. Я не хочу быть сегодня жестокосердным, каким-то религиозным христианином. Я хочу быть учеником Иисуса Христа, похожим на моего Господа. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры. Вы очищаете чашу и блюдо снаружи, но внутри они полны тем, что вы награбили в своей алчности и распущенности. Слепой фарисей, очисти сначала чашу и блюдо внутри, тогда и снаружи они станут чисты. Опять Иисус говорит: да неважно, совершенно неважно, какие внешние ты атрибуты имеешь. Совершенно неважно, какие ты праздники исполняешь. И вообще, может быть, ты никаких праздников не чтишь. Может быть, ты там, я не знаю, ты любишь Новый год, да, и слава Богу за это. Или ты не любишь Новый год, ну и слава Богу и за это. Может быть, ты любишь свой день рождения, ты его 2 раза в год готов праздновать, да и слава Богу за это. Кто-то вообще не любит дни рождения, да и за это слава Богу. Можешь не праздновать. Бог, Он вообще никогда не цепляется за внешние вещи. Он снова говорит: наше сердце, оно важнее для Него. Горе вам, учителя закона и фарисеи, лицемеры, вы как побеленные гробницы, которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония. Знаете, вот такой склеп, снаружи красивый, из мрамора сделано, выбиты красивые буковки, может быть, какие-то символы, кресты или полумесяцы. И потом этот склеп открываешь, что там плохо пахнет. Вот так же иногда с нами. Мы такие хорошенькие, мы такие милые, мы такие все, знаете, вот такие вот все святые и пушистые. А как только нас коснись, как только нам начинает кто-то что-то говорить, все, у нас начинается, у нас восстание, из нас поперло, и от нас начинает пахнуть нехорошо, духовно. Мы начинаем говорить: кто ты такой, что ты лезешь в мою жизнь, сначала на себя посмотри, сначала там на свое бревно посмотри, потом в мою соломинку будешь заглядывать. Все начинается. Вроде вот только что нормальный человек был. Тут смотришь, глаза полные ярости, глаза полные гнева. Что с нами не так, друзья? Иисус предлагает: очищай свою внутренность. Не занимайся внешними вещами, лоском внешним. Занимайся вещами, которые внутри тебя. Что-то произошло. Скажи: о, Господь, я не прав. Простите меня, дорогие друзья, я не прав. Что тут такого сказать слово «прости»? Вот для этих людей это было очень сложно. Потому что они держались за свою праведность. Для них это было самое главное. Чтобы в любой ситуации они остались праведными. Они остались правыми. Будь свободен. Иисус говорит: если что-то сделал неправильно, подойди, покайся, попроси прощения. Если ты упал, Он говорит: если ты упал передо мной, протяни руки, я подниму тебя из любого болота. Это сердце Иисуса по отношению к нам. Не продолжай упираться в том, что ты правильный. Не продолжай упираться в том, что все, что ты не делаешь, это правильно. Просто будь открыт для того, чтобы когда вдруг что-то пахнуть начнет из этой гробницы, ты скажешь: о, Господь, неправильно запахло, я признаю, давай вместе выметим это из моего сердца. Горе вам, учителя
Учители закона и фарисеи лицемеры, вы строите гробницы пророкам, украшаете надгробные памятники праведникам и говорите, если бы мы были во времена наших отцов, жили во времена наших отцов, то мы бы не проливали вместе с ними крови пророков. Тем самым вы свидетельствуете о себе, что вы сыновья тех, кто убил пророков. Ну что же, продолжайте пополнять чашу злодейств ваших отцов, змеи, отродье змеиное. Вы еще надеетесь избежать осуждения и не попасть в ад. Вот я посылаю к вам пророков, мудрых людей, учителей, а вы некоторых из них убьете, распнете, других будете бичевать в ваших синагогах и гнать из города в город. И так интересно, что Иисус говорит настолько жесткие слова. Я вообще первый раз, когда читал Евангелие, я натолкнулся на это место Писания, думаю, Господь наш был очень резкий в каких-то вещах. Он очень резко обращался к этим людям. Он пытался их остановить в их собственной самоправедности, для того, чтобы достучаться до их головы. Знаете, дорогие друзья, все очень просто. Самое главное, вот все, что мы можем взять вот из этой истории, самый главный урок, это урок того, что нам важно сегодня сохранить сердце, открытое для Христа. И пусть Он сегодня туда говорит. И пусть Он сегодня через разных людей, пусть Он сегодня через наше собрание, через нашу общину говорит в наше сердце, чтобы мы были открыты для того, чтобы измениться. Как я лично вижу, вот это все 8 раз, если я не ошибаюсь, Иисус говорил «горе вам», это суды, которые Он произносил на этих людей. И фактически каждый раз, когда Он попрекал их за какие-то вещи, Он предлагал им выбор, Он предлагал им шанс оставить и следовать за Ним по Его правилам, по Его понятиям. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, быть членом церкви или следовать за Иисусом Христом, быть учеником Иисуса Христа, это жить по Его правилам, не так, как ты хочешь. Знаешь, ты можешь даже быть нерелигиозным как бы снаружи. И, может быть, выглядеть ты можешь нерелигиозным. Но религиозность, она такая обманчивая. Она делает человека внутри... Человек думает так, я же в принципе неплохой парень, я же в принципе никому зла не делаю, я же в принципе даже иногда посещаю церковь, даже иногда, может быть, делаю какие-то добрые дела. В принципе, не все так страшно, например, как в жизни другого человека. Поэтому, наверное, Господь ко мне хорошо относится и не сердится на меня. Знаете, если я сегодня не покоряюсь Христу полностью, если я до конца не отдаю Ему свое собственное сердце, мне очень сложно называться настоящим учеником Иисуса Христа. Настоящее христианство, не религиозное христианство, не вот это вот обрядовое христианство, настоящее христианство, это когда я полностью и без остатка принадлежу Ему. И когда в любой ситуации, в любой какой-то жизненной, я не знаю, на каком-то жизненном этапе своего пути, я говорю: Господь, что ты хочешь? Где мне жить? С кем мне жить? Как мне трудиться для тебя? Как я могу угождать тебе? Ты задаешь эти вопросы, и ты, читая Слово Божие, ты покоряешься этому Слову Божьему, ты покоряешься какому-то призыву Божьему, и ты говоришь: Господь, не мои планы, не моя воля, а то, что ты хочешь для меня. Друзья, я надеюсь, что вот из этих коротких видосов каждый из нас черпанет какую-то божественную мудрость, и мы для себя что-то оставим в голове, мы для себя сделаем какие-то пометочки и скажем: Денис, вот этих вещей надо удаляться, или вот этих вот вещей надо избегать, для того, чтобы Иисус, не дай Бог, не сказал горе тебе. Знаете, я еще раз говорю, это страшные слова, когда ты вместо того, чтобы увидеть Отца с распростертыми руками, который говорит: добрый и верный раб, входи в радость Господина своего, ты услышишь горе тебе, не дай Бог. Пусть Господь сохранит нас, и пусть каждый из нас своей собственной жизнью ежедневно, каждый день приближается к Господу Иисусу Христу, а не каким-то религиозным фанатичным правилам и обрядам, которые, наоборот, удаляют нас от Иисуса Христа. Вы можете сами читать, изучать эту тему. На самом деле очень интересная тема отношения Иисуса и религиозных людей. Я считаю так, что каждому из нас нам надо, глядя на все эти истории, делать какие-то выводы для себя и чему-то учиться. Аминь. Божьих вам благословений, добра и успеха в следовании за Иисусом Христом. До свидания.